Нам, конечно, приятно видеть вас здесь, в Абхазии, потому что я думаю, что вы поняли нашу боль, поскольку вы сами тоже пережили эту боль, причем не однажды. И поэтому я хотела бы, чтобы вы сегодня поделились, так сказать, своим взглядом на все, что происходит в Абхазии и в Грузии. Я видел горы Карабаха, вот, вижу горы здесь. Что меня привело сюда? Значит, я думаю так, если на земле есть зло, его надо наказывать, чтобы на земле был мир. Лично я тоже считаю так. И еще у меня есть свои счеты с грузинами, так как там я сам уроженец Грузии. Мою тетку 60 лет изрезали, это 18 ножевых ранений, за то, что его сын работал в Южной Осетии в милиции. Только из-за этого. Так что у меня с ним свои счеты. Я тоже больше ничего не скажу. Тоже так же взаимно, тоже сами с Южной Осетии. У нас тоже такое же было. Они не понятят, наверное. Они не поймем их, что они хотят от малого народа. Вот поэтому я пришел, чтобы братскому народу помочь в Абхазии. Двухэтажный дом отняли, выгнали. Ничего оттуда не забрал. Это откуда? Из Грузии внутренней. Вот, приходилось повоевать с ними. Все ребята вот с нами вместе были. Вот горе случилось здесь, в Абхазии. Вот. Все решили, что мы должны быть здесь. И приехали. Семьям, правда, ничего не сказали, но все-таки здесь. Мы приехали, конечно, помогать своим братьям. Я тоже оттуда, с Грузии. Не хочу повоевать с ними. Мы тоже с Южной Осетии просто пришли, пойдут защищать тоже браты в Абхазию, потому что у нас политические. Пока не будем равноправными с грузинами, тогда будут вот эти стычки все время. Будем до конца воевать. Пока не будем вот так. Абхазия свободна и Южная Осетия тоже. Ну, вы здесь посмотрели немножечко, может быть, уже разобрались в ситуации. И в чем заключаются, так сказать, ваши надежды? Как вы настроены вообще, боевой дух какой? Ну, боевой дух у нас, как видите, со времен поколения, осетинская нация, как читался, ну, были воинственные поколения. Аланы, скефи, нарты, сарматы. И поэтому я говорю, боевой дух у нас как еще остался от предков, можно сказать. И вот это мы покажем на поле боя с абхазскими братьями. Правильно, можно так сказать. Вот рядом с абхазскими братьями? Да, рядом с абхазскими братьями вместе. А тебе сколько лет? 15. 15. Ты давно в гвардии? Как вообще в гвардии здесь? Да. Четвертый день я здесь. В гвардии. А в Абхазии четвертый день? Не, в Абхазии уже 2 месяца. 2 месяца? Ты откуда? С Хинвали. Твои родители знают, что ты приехал? Да. С их согласия ты приехал? Да. А почему ты захотел и как ты думаешь, почему родители согласились? Хотя я, конечно, мало верю тебе. Причина, что тебя побудило приехать в Абхазию? За справедливость. Ну а откуда тебе известно, что именно с абхазской стороны война справедливая? Ну, у нас тоже, мы тоже с ним воевали. А они во всех войнах не правы. Они это кто? Грузины. Ты откуда, Валера? С Нальчика. А по национальности кто ты? Балкарец. А как ты оказался именно в группе осетинских добровольцев? С пацанами приехал, которые были там раньше. Валера, ты очень молод, но ты не хочешь учиться, да? Да. Скажи, если бы тебя позвали бы на грузинскую сторону, ты пошел бы? Нет. Почему? С кем приехал, с тем и останусь. Что? Они брата это убили, что я с ними буду еще? Твоего брата убили? Да. Где? Я не знаю, как. Здесь, в Абхазии? Ну да, в Абхазию он поехал. А где именно, я не знаю. А тебе сколько лет? 17. 17? Ну, ты, наверное, более серьезно можешь объяснить, почему ты решил приехать на войну. Это мой брат. Приехал я за отцом и за остальными всеми, кто
приехал сюда воевать. У тебя есть какой-то опыт уже? Опыта нету, наберусь от старших. Вы все не обстрелянные, правда же? Или ты обстрелян? Как не обстрелян? О, посмотрите. У себя тоже воевал. Цхинвале. Каким должен быть мужчина? Хорошим бойцом. Ты в жизни еще увлекаешься чем-нибудь? Чем занимаюсь? Что, Виктора Цоя тоже не слушаешь? Ольберт, скажи, здесь вот на Ишерском фронте и, как говорят, на Восточном фронте тоже есть ребята твоего возраста, 15-летние, 16-летние и так далее. У тебя есть такие знакомые абхазцы? Есть. А кто именно? Дима, Русик, еще одного. Ну, трое их. Ты с ними общаешься? Да. Скажи, тебе с ними легче или вот со взрослыми воинами? Есть. Со взрослыми Со легче. взрослыми легче. А с ними почему нет? Ну, они еще Дети. не такие уж развитые по войне. А у нас там более-менее все равно. Вот, Больше опыта. да. А кто настоящий воин, какой он должен быть? Настоящий воин. Не Вот за знаю. все это время, то в Цхинвале, когда шла война, и здесь в Абхазии тоже ты уже находишься некоторое время. У тебя есть человек, которому ты хочешь подражать? Именно в этом плане. Нет. У тебя есть кумир, хороший боец, Да, есть. который тебе нравится. Кто это? Парпат. М? Парпат. Он сегодня должен прийти. Он осетин, да? Да. Ты его откуда знаешь? Ну, там у себя. От Цхинвали? Скажи, вот все-таки мы совершенно не поощряем присутствие вот таких молодых ребят, пацанов, значит, на войне. В этом, наверное, необходимости нету. Вы не вынуждены, в то же время, в общем, вы идете. Правильно это, на твой взгляд? Почему ты считаешь необходимым твое участие в этой войне? Ну, не знаю. Наверное, пригодится именно мой опыт здесь. Или как, не знаю, как понять. Ты считаешь, что твой опыт пригодится, да? Да. Скажи, что от цхинвальских событий у тебя в памяти осталось? Смерть двоюродного брата В каких обстоятельствах он погиб? в перестрелке. Ты его очень любил, да? Ну, само собой. А вот для тебя что такое вообще слово грузин вот в настоящее время? Ну, для меня слово грузин. Ну вот, ну ты ребенком, наверное, еще понимаешь, что когда пошел в школу, с самого начала нас же учили, что мы все братья, мы все должны быть вместе и так далее. И потом вдруг что произошло? Ну, вдруг воевать они с нами начали. Ты считаешь возможным, вот, что наступит мир, все эти вопросы решатся, и потом вот нормально с ребятами грузинской национальности ты сможешь общаться? Не, никогда в жизни. Но и мира не будет. Вот скажи, Ольберт, ты молодой человек, и вот, скажем, тебе пришлось стрелять в женщину. Ты это сможешь делать? Ну, смотря в кого. Ну, там есть снайпера. Ну, такого поймут. А вот грузинский ребенок, который ничего не сделал, Нет, не будешь трогать? не. Последние десятилетия существования Союза фактически самым неспокойным регионом оставалась именно Абхазия, когда везде практически было спокойно. В Абхазии происходили практически каждые 10 лет народные волнения. Это вот 57-й, 67-й, 78-й, 89-й, то есть практически каждые 10 лет. И всякий раз ставился вопрос о восстановлении государственности Абхазии. Абхазия насчитывает таким образом где-то более 12 веков самостоятельной государственности. В результате той политики, которую провела Грузинская Демократическая Республика, так называемая, она фактически захватила территорию и присоединила к себе, Абхазию имеется в виду. Но после установления советской власти Абхазия получила возможность войти в состав СССР как самостоятельная союзная республика. Но просуществовала как союзная республика она недолго.
поскольку волевым решением Сталина и Берии, так сказать, без учета мнений населения, она была включена в состав Грузинской ССР как автономная республика. Это первый случай, когда союзная республика стала автономной республикой. Процесс обычно происходит наоборот, а здесь, так сказать, в сторону снижения статуса произошло. В сознании народа важную роль и играли события 30-х, 50-х годов. Дело в том, что часто говорят, например, о репрессиях, которые имели место в период культа личности и так далее. Действительно, они носили массовый характер по всей территории бывшего Союза. Но все же следует отличать эти репрессии скажем, репрессии, когда объектом становится целый народ. Вряд ли можно сравнить, скажем, то, что когда народ берут целиком, выселяют и пытаются фактически его полностью уничтожить. Ведь абхазы тоже по плану под названием чечевицы должны быть выселены с территории Абхазии. Но в последний момент, видимо, Сталин и Берия решили, что необходимо сохранить просто физически людей, но ассимилировать полностью абхазов. Именно с этой целью осуществлялись сюда массовые переселения. Была специальная программа «Абхаз переселен строя». Выделялись на это средства. Строились для этого, для переселенцев дома. Земли, которые принадлежали колхозам абхазским, они передавались всем этим переселенцам. Были закрыты наши национальные школы. Все преподавание было переведено на грузинский язык. Массовые осуществлены репрессии, то есть практически национальная элита была уничтожена. Были изменены наши названия. Это в сознании народа всегда сохраняется. Началась война, вошли танки, вооруженные силы Грузии, тут вертолеты летали. А то, что здесь именно 14 августа началась эта война, не случайно, просто потому что это была пятница, поскольку значит, впереди суббота и воскресенье. По плану, так сказать, грузинской стороны руководства Грузии предполагалось, что в течение 2 дней с Абхазией фактически будет покончено. Блицкриг. Да, блицкриг. И сказать, дойдут они до границы с Россией, до Псоу, и будет установлен тот порядок, который их устраивает. А в понедельник мир узнает, что в Абхазии, видите ли, в той строптивой Абхазии, которой там бандиты скрывались, там вообще-то Бог знает, что творилось, навели порядок. Если здесь мы победим, там нам легче будет в Южной Осетии, так что... Я с Кубани. Грузия хотела самостоятельности от России, получила. Почему Абхазия не имеет права? Поэтому пришел воевать. Приехали по зову сердца, по зову души защитить братский абхазский народ. У нас здесь большой отряд. Бок о бок будем с кабардинцами, с абхазцами, с казаками, с чеченцами защищать абхазскую землю. У вас большой опыт войны с грузинами, я думаю. Да, жизнь нас заставила повоевать с грузинами в Южной Осетии в течение 3 лет. Мы не верили, когда они пришли с автоматами, мы были с палками. Когда они пришли с танками, с пушками, с градами, у нас были автоматы, они тоже уже... Против них было тяжело воевать. И мы создали в Владикавказе в течение 2 суток миротворческие силы, там техника, и вошли в Южную Осетию, стали на границе Южной Осетии. С тех пор нету крови на нашей земле. И вы до сих пор называете Осетию Южной? Это по привычке, но мы уже давно убедились. Вы депутат Верховного Совета Осетии? И командуете отрядом осетинским? Народным ополчением Осетии. Вы скажите, скоро мы с вами встретимся в Сухуми или как? Мне кажется, да. Потому что Абхазия без Сухуми это не Абхазия.
командую кем-то, значит, что-то у меня с разведкой работает. Я первый день здесь уже в Писунде абхазского шпиона нашел, сдал его вашим ребятам. Скажите, почему вас Бибо называют? Мы вас знаем как Бибо. Ну, это кличка, да? не кличка, это когда я был маленький, это имя мне дала мать. А так полное имя Бимболат. И все меня знают Бибо. Да. Вот у вас вроде все есть. Теплое кресло и деньги. Вот, но несмотря на это, вот депутат, несмотря на все это, пришли вместе с ребятами в Абхазии. Что вас заставило? Ну как, что меня заставило? Разум, сердце. Я вижу большую несправедливость. Против Южной Осетии, против Абхазии. Вся Грузия воюет. Многие сейчас начали себя оправдывать, что вот это отдельные лица, отдельные личности. А мне кажется, что против Абхазии воюет вся Грузия. Хватит уничтожать маленький народ. 5-миллионный народ наступает на 100-тысячный. И на весь мир кричат, что Абхазии их обижают. Это весь мир знает, что это земля абхазская. Как вы думаете, здесь решается судьба Кавказа? Здесь решается судьба всего Северного Кавказа. Вот. И это касается, если здесь мы возьмем верх, очистим от этой грязи Абхазию, я думаю, что и у нас в Осетии тоже будет спокойно. Сейчас мы попросим, чтобы оператор включил число и месяц и время. И мы находимся над уровнем моря 1200 метров. А ваши ребята внизу работают. Вы довольны? Ну, спокойно нельзя говорить о моих ребятах. Они уже взяли высоту, закрепились. Вот. Ну, я больше все боялся за эту высоту, но они сейчас пошли 2 батальонами, взяли высоту, закрепились. Ну, дальше будет, я не буду говорить, какие у нас планы, как. Вот, меня к телефону зовут, я поеду. Да, пожалуйста. Подойду сейчас.